Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня посмотрим на вашего мужчину. А тема звучит так. Хочет ли он продолжать отношения с вами? Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, загляните в его глаза. Так и спросите: мой милый дорогой, хочешь ли ты продолжать отношения со мной? И давайте будем смотреть. Убираю назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Что-то между вами происходит неладное. Какой-то он стал другой, чужой, хмурится, отворачивается. Возможно, кстати, вы и поругались с ним. Как пропала искра между вами, либо вы утеряли нить диалога между собой. Вы вот голову ломаете, не понимаете, что случилось, там, разонравилось, разлюбил, там, к другой переметнулся, да, что происходит. А он действительно что-то внутри затаил. Какая-то клякса у него внутри находится. Вы и так, и сяк, а он ни в какую. Да, вас очень тревожит этот вопрос. Тревожит. Но не зря вы тревожите. Смотрите, видите вот эту персону? Какая-то женщина. Женщина вмешалась в ваши отношения. Как-то она мощно в его жизни присутствует. То есть он, ей верит, не знаю, он к ней прислушивается. Она вам мешает? Мешает. Очень сильно мешает. Как будто бы она пытается его от вас отвернуть. Как будто бы она пытается вас, я не знаю, вытолкнуть из его жизни. Даже выщемить в какой-то степени. Прям такие усилия прикладывают. 2 руками работают над этим. Понимаете? 2 руками. Она каких-то птиц ему посылает. То есть какую-то информацию, какие-то весточки. Знаете, может быть, какие-то факты подтасовывает, там, фейками занимается. Ей очень важно, чтобы он в вас разочаровался. Вот. Типа она такая, знаете, говорит: посмотри, эта женщина, она плохая, она тебе не подходит, она там такая сякая, там гулящая, неверная, либо только деньги нужны, да, какую-то гадость льет. И она как будто бы имеет к нему постоянный доступ. То есть он с ней, либо каждый день видится, либо там день через день, да, и она ему постоянно про это говорит, про вас говорит, да, гадости про вас говорит. При всем при том, смотрите, в одной руке у нее 5, то есть она вред творит, а в другой руке есть еще какой-то человек, кто ей помогает. Знаете, кто там типа поддакивает, говорит: да, верно говоришь, мы ее там знаем, видели, там кто-то там видел где-то с кем-то, понимаете, да? Типа подтверждает человек. Может, соперница, девчоночки. Соперница запросто может быть. А может быть и ревнивая мама, которая думает: сына теряю, не хочу. Не для того я его рожала. Я ж его сама рожала, сама растила, а теперь что? Он от меня уйдет, к другой женщине переметнется? Не-не-не-не-не. Костьми ляжу, разобью. Да, не повезло вам, девчоночки, не повезло. Вот попали вы. Угу. Знаете, надо пробивать это информационное поле. Действительно пробивать.
Вам нужно больше с ним общаться, больше о себе рассказывать, больше вовлекать его в свою жизнь. Да, вот именно вовлекать. Парень, он не глупый, мужчина не глупый. Он посмотрит, оценит, поймет, что на вас наговаривают, поймет, что вы не такая, как про вас говорят, поймет, что вы порядочная, что вы действительно им интересуетесь, именно им, а не какими-то другими там благами. И он поменяет свое отношение к вам. В данный период времени, если вот прямо задать вопрос, да, хочет ли он отношений с вами, ответ достаточно неприятный, да, то есть он не знает, хочет или нет. С одной стороны, очень к вам тянет, чувство есть к вам, а с другой стороны, есть вот эта нехорошая информация про вас. Вот. Такая прям дилемма у него. Я понимаю, что это очень обидно, но, девчоночки, все в жизни бывает. Все в жизни бывает. Но вот столкнулись вы с оговором. Понимаете, с оговором. Вас оговорили, на вас насплетничали, грязью вас облили. Никто от этого не застрахован. Никто. Вот люди такие, язык без костей, болтают почем зря. Это именно ваша ситуация. Если будете работать, бороться за свое счастье, все хорошо будет. Мужчина не глупый, поймет, что его обманывали, а вы правду говорили. Вот. Если вы психанете, скажете, да ну вас всех, тогда он при своем мнении останется, вернее, даже как утвердиться в этом мнении. Вот. Иногда надо подстроиться, иногда нужно, может быть, оправдаться, либо больше раскрыться в отношениях. Вот. Это поможет. Что с этой женщиной? Она не пойдет в открытую на вас, не пойдет. Вот как обвинение в лицо кидать не будет. Призвать ее к ответу, так она скажет, а что я? Мне вот за что продали, за то и я продаю. Да, что сказали, то и я говорю. Вот будет, глазами хлопать и говорить, я тут ни при чем, просто про тебя говорят. Вот. А я транслирую. Вот тут не вариант. Надо мужчину, девочки, надо мужчину расслаблять, посвящать свои дела, показывать, рассказывать, что делаю, как делаю, с кем общаюсь, социальные сети. Если у вас есть какой-то компромат в этих социальных сетях, фоточки с какими-то мужиками, то поудаляйте вы все это, поудаляйте. Либо его познакомьте с этими мужиками, пусть убедится, что это ваши, например, двоюродные братья, либо племянники, кто они, какие-то родственники, либо женатые, например, коллеги, да. Надо поработать, надо его переубедить. Вернее, фактами выбить эту ересь из его головы. Так, девчоночки, если постараетесь, вы своего добьетесь, у вас все хорошо будет. Если этот кризис переживете в отношениях, то этот мужчинка уже никуда от вас не денется. Действительно, он будет только с вами, только на вас смотреть. И уже даже если вы в будущем ему изменять начнете, он этому не поверит. Да? Просто не поверит. Либо своими глазами увидит, скажет, да нет, показалось. Вот, да. Он такой, знаете, внушаемый человек. Это, конечно, плохо. Но если правильно с этим, скажем так, поиграть, да, можно и в плюс превратить. В принципе, все можно в плюс превратить. Поэтому решайте сами, нужен ли вам этот внушаемый мужчина или нет. Здесь все возможно. Здесь два варианта, да и нет. Да и нет. Но эти два варианта, видите, вот она ваша фигурка, эти два варианта у вас в руках, именно у вас. Вот что решите, что выберете, то и будет. Это будет именно ваше решение. Мужчина у вас такой, в этом плане нерешительный, да, он как, кто увереннее ему в уши дует, тому он и верит. Видите, тут у вас с правой стороны, вернее, лисица, которая смотрит в правую сторону. То есть это какая-то хитрость должна быть с вашей стороны. Умение маневрировать, подстраиваться, умение переубеждать, умение уговаривать. То есть, понимаете, надо постараться. Просто постараться.
решайте, выбирайте. И вся эта ситуация, ситуация ваших отношений в ваших руках, мои хорошие. Как решите, так и будет. Как будете действовать, так и будет. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.